С учетом государственных и общественных потребностей Республики Российская Федерация предоставляет абхазским абитуриентам квоту на обучение. В этом году отборочная кампания началась позже обычного. На это есть ряд причин. Это связано в том числе с тем, что поздно к нам пришла квота, а также с тем, что сейчас идут выборы президента Российской Федерации, и все силы направлены на это, в эту сторону. Квота меньше. Вы уже знаете, 53 места, это в 3 раза меньше, чем в прошлом году. Основной причиной решения российского руководства сократить квоту стало невозвращение людей на родину после получения образования, отмечает Дмитрий Кононов. Российский бюджет оплачивает им обучение, и главная цель этого не переманить людей в Россию, а наоборот вернуть их сюда для того, чтобы они помогали республике развиваться. Поскольку этого не происходит, сейчас, видимо, руководство наше будет думать, каким образом переформатировать эту работу, и будем стараться развивать в том числе и другие образовательные проекты уже на базе самого университета, помогая и поддерживая университет. Официальный старт подачи документов для участия в конкурсе на поступление в российские учебные заведения был дан 14 февраля. До 25 числа текущего месяца абитуриенты, согласно инструкции, должны зарегистрироваться на сайте Russia Study. В офисе Россотрудничества, который располагается в Доме Москвы в Сухуми, также в случае необходимости подскажут, как правильно оформить заявку. На 2-м этаже у нас в 209-м кабинете, в компьютерном зале, консультации специальные, то есть не по документам, какие туда прикладывать, а как это вообще делать. Там с 16:00 до 18:00 всегда сидит сотрудник, и любой желающий может прийти и при помощи этого сотрудника пройти регистрацию, вложить все документы. Представители Министерства образования и науки Абхазии входят в состав рабочей комиссии по отбору абитуриентов в вузы России. Ведомством также будет проведен первый экзамен по абхазскому языку. Испытание является обязательным для всех, однако его результаты не повлияют на показатели конкурсного отбора. На следующей неделе мы планируем проведение экзамена по абхазскому языку. Точнее, об этой дате мы сообщим ближе к концу недели. Экзамен для 2 типов, для учащихся абхазских школ и для учащихся в остальных национальных школах. Там, соответственно, и подходы к экзамену для этих 2 разных типов школ будет разные. Ориентировочно отборочные экзамены представительством Россотрудничества в Абхазии будут проведены в 20-х числах марта. Одно из основных новшеств этой отборочной кампании то, что все контрольно-измерительные материалы, то есть задания для экзаменов, они будут подготовлены в Москве, в Центральном аппарате Россотрудничества при взаимодействии с вузами, с Минобрнауки России, и уже пришлют нам их сюда. Запечатанные, собственно, как это и уже неоднократно обсуждалось, как и хотели это сделать, начиная с прошлого года. Вот. Для этого нужно время. Ну и кроме того, как вы знаете, наши сотрудники активно задействованы в избирательной кампании президента Российской Федерации. Поэтому сейчас мы тоже активно, в первую очередь, работаем по этому направлению. Первыми планируется провести профильные экзамены. Они пройдут в несколько этапов. Порог в 50 баллов определен как минимальный проходной. Что касается творческих специальностей, то здесь сложнее. Желающие поступить на творческие направления смогут стать студентами лишь после успешной сдачи экзаменов сначала в Абхазии, а затем и в России. Квота по медицинским специальностям еще не утверждена. В ближайшее время ожидаем точное количество квот по медицинскому направлению. Оно завязано на Министерство здравоохранения. Количество, какое выделено для Республики Абхазия, определяется посредством Министерства здравоохранения Российской Федерации. На сегодняшний момент пока точное число нам неизвестно. На сегодняшний момент более 400 желающих обучаться в Российской Федерации по различным уровням образования. Я думаю, до конца недели эта цифра подрастет. Отборочная кампания должна завершиться в начале апреля. Для тех 53 человек, которые поступят в российские вузы, представительство Россотрудничества в Абхазии организует 3-месячные курсы по русскому языку и компьютерной грамотности. Амелия Сатурян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.